На фоне сложившейся экономической ситуации правительство Абхазии выработало меры государственной поддержки, направленные на регулирование цен на основные виды продовольственных товаров. В эту группу товаров вошли масло растительное подсолнечное, масло сливочное, молоко, яйца птиц в скорлупе, сахар, соль поваренная пищевая, рис шлифованный, крупа гречневая, кукурузная мука, кукурузная крупа, фасоль зерновая и вермишель. Предельный уровень наценки по оптовой реализации установлен в размере 10% от таможенной стоимости, в розничной сети в размере 12% от оптовых цен. Со списком основных видов продовольственных товаров мы направились в столичные продуктовые магазины. Первый объект – магазин Бабаевский. Здесь 1 килограмм сахара стоит 99 рублей. По словам продавцов, закупочная цена – 90. А в магазине Саид, который расположен рядом, килограмм сахара стоит 110 рублей. Закупочная цена – 99. Рядом в магазине сахар стоит 99 рублей. Закупочная цена 90. У вас 110. Да. Когда покупают много, когда человек покупает, они могут скидку сделать. Цена была Цена другая. разная, другая, потом дороже упала. Дороже было. Может, и сейчас упала, поэтому не так дешевле. Местные жители, как и отдыхающие, обратили внимание на повышение цен как на основные виды продовольственных товаров, так и на бытовую химию. Я живу в Сочи, и в Сочи сахар стоит всего 60 рублей, а я приехала сюда, и сахар тут стоит очень дорого, где-то 100, где-то 110, здесь 110. Вот. В Москве тоже цены на сахар, в пределе 70 рублей. Вообще, в принципе, много где в магазинах здесь очень дорогие цены. У нас магазинчики на сегодняшний день 50. Сахар. Да. Вы откуда приехали? С Крыма, Ялта. 50. В другом 68. Поставщик местных оптовых баз – Россия. Следовательно, оптовые покупатели уже с надбавкой приобретают товар у владельцев складов. Далее с наценкой 10% реализуют товар у себя в магазинах. Например, кофе было еще позавчера было 120, а теперь 140. Закупочный 115. А как продавать? Поэтому, это безвыходно. Как поднялась цена, конечно, это бьет по всем карманам. У людей нет таких зарплат. Прожиточный минимум шоги берут, да. И поэтому первое время было тяжело, конечно. Но теперь немножко урегулировалось, цены стали ниже. 10% это очень мало от закупочной цены, но выхода нет, ничего не добавлять нельзя. Поэтому уже привыкли даже, можно так сказать. Сахар сколько у вас? Сахар у нас стоит 110 рублей, гречка стоит 100 рублей. Манная крупа пока новая не купили, еще по старой цене есть. Очень много товаров, даже по химии все старые цены. Яйца? Яйца 80 рублей, это недорого, нормально. Сахар вы сказали 110, да? 110. Закупочная цена сахара какая? Вот это я не могу сейчас сказать, потому что я всего лишь 3-й день работаю. Как они принимали, я не знаю. Я приняла товар уже по новым ценам. В магазине «Соломон», расположенном в Сино, 50 яиц стоит 90 рублей. По словам продавца, закупочная цена – 75. Макароны Макфа – 85 рублей, закупочная – 70. Сахар – 120 рублей, закупочная – 100. Подсолнечное масло «Золотая семечка» – 180 рублей за литр, закупочная – 150. Там 20% накидываем. Почему вы добавляете 20, если везде 10-15%? Это от чего зависит? Это зависит постоянно же цены меняются. На что-то 10, на что-то 15, что-то 20%. Сахар почему в Сочи стоит 60, а у нас 110 рублей? А если поставщик Россия? Это уже зависит от наших оптовых. Вы начните с них, а вот потом уже к продуктовым магазинам. Потому что они свою цену сами устанавливают. Нету какой-то определенной ценовой политики в Абхазии, и никто за этим не следит абсолютно. Далее мы направились в оптовую компанию «Премиум». Однако сотрудника, отвечающего за цены, на месте не оказалось. На наши вопросы никто не смог ответить. Правительство предприняло меры, чтобы остановить необоснованный рост цен на продукты первой необходимости. Однако, как выяснилось, за выполнением постановления Кабинета министров необходим контроль, так как соблюдать его предписания поставщики и владельцы многих продуктовых магазинов не спешат. Сария Кварацкеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение.